Наш сегодняшний фильм посвящен божественной литургии, богослужению, за которым происходит главное таинство Церкви – Святая Евхаристия. В этом таинстве под видом хлеба и вина мы причащаемся тела и крови Христа, непостижимым для ума и таинственным образом соединяясь с самим Богом. Кто совершил первую Евхаристию? Каким образом хлеб и вино становятся телом и кровью Христа? Почему священники и миряне причащаются по-разному? О том, как и для чего совершается божественная литургия, наш сегодняшний фильм. Первой литургией в истории христианства была Тайная Вечеря, где Иисус Христос преломил хлеб, раздал его своим ученикам и сказал: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Потом Он взял в руки чашу с вином, подал им и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». И каждая литургия, совершаемая в наши дни священником, не просто символическое напоминание об этом событии, а его продолжение, актуализация. Хотя Евхаристия совершается в разное время и в разных местах, она остается единой, независимой от времени и пространства. Евхаристия началась на Тайной Вечере и продолжается до сих пор. Началась в Сионской горнице, но распространилась на всю Вселенную. Таинство причастия стало той основой, на которой с самого начала строилась христианская церковь. Ведь в первые десятилетия после воскресения Христа у церкви не было ничего, кроме памяти о нем, которая находила свое выражение в Евхаристии. Когда еще не было ни Евангелия, ни апостольских посланий, ни догматических определений, ни стройной богословской системы, уже была у христиан Евхаристия, и именно из нее вырастала церковь. Два чина литургии, по которым служат сегодня во всех православных храмах, восходят к великим учителям церкви – Василию Великому и Иоанну Златоусту. Литургия Василия Великого, наиболее полная и богатая по богословскому содержанию, совершается лишь 10 раз в году по особым праздникам. Во все остальные дни совершается литургия Иоанна Златоуста, более короткая. В тексте литургии вспоминается жизнь и смерть Христа, Его погребение и воскресение, а также вся история спасения мира от сотворения до второго пришествия. Литургия состоит из 3 частей – проскомидии, литургии оглашенных и литургии верных. Проскомидия в переводе с греческого – это «приношение». В древней церкви Евхаристию совершали на хлебе и вине, которые приносили с собой в храм члены общины. Сегодня такое приношение существует в опосредованной форме. На пожертвования прихожан покупается вино и пекутся просфоры. Однако где-то на подсознательном уровне мы все еще помним о том, что труд хлебопашца и виноградаря священен. Он очень тяжел. Люди приносят Богу самое ценное, что у них есть. И вместе с тем лоза и колос научают молитве, надежде на Бога и благодарности Богу, потому что труд зависит от человека, а урожай зависит от Бога. Хлеб и вино – это то, что Бог и человек делают вместе. И само слово «литургия» так и переводится – «общее дело». «Она же на вожде, на матерью своей дашь мне рече, где на блюде главу Иоанна Крестителя и печаль». В отличие от большинства церковных таинств, которые в современной практике отошли в разряд частных богослужений,
Таинство причащения сохраняет свой общественный, соборный характер. Причастие неотделимо от литургии, и совершает ее вся община. Община не зрителей, но участников. Община, постоянно ведущая диалог с Богом и с предстоятелем, которому она от своего лица доверила служение. Для совершения проскомидии требуется 5 просфор. Это число напоминает о том, как Христос насытил 5 хлебами 5000 человек. Священник берет главную просфору. Копием вырезает из нее квадратную часть с печатью и кладет ее на дискос. Эта часть называется агнцем. Православная литургия сохраняет некоторые черты еврейского пасхального ужина, ставшего прототипом Тайной вечери. Это была очень торжественная трапеза, за которой читались отрывки из Священного Писания, исполнялись псалмы, славословия, звучали наставления. Ее основным тоном было благодарение. Так и переводится греческое слово «Евхаристия». В ветхозаветные времена приносилась и особая жертва благодарения, или мирная жертва. Она была праздником примирения, восстановления общения человека с Богом. В мирную жертву благодарности надо было вместе с пресным приносить квасной хлеб, хлеб радости. Поэтому и сейчас в тесто для просфор кладут закваску, дрожжи. В память о том, что Господь принял смерть от своих же созданий ради их спасения, священник надрезает крестообразно агнец, пронзает печать копием в том месте, где на ней написано «Иисус», после чего диакон вливает в чашу приготовленное вино с водой, в воспоминание о том, как из пронзенных ребер Христа потекла кровь и вода. Частица из второй просфоры символизирует Богородицу и кладется справа от агнца. Из третьей вынимаются 9 частей в честь святых. Из четвертой за здравной священник вынимает частицы за живых, из пятой за почивших. И вот рядом с агнцем вырастает гора частичек. Является церковь земная и небесная, святые и грешники, живые и усопшие, заблудшие и болящие. «Время сотворите Господеви», — говорит диакон, и это означает, что закончилось время действия людей и настало время действовать Богу. Ведь совершает литургию сам Христос. Епископ или священник — лишь его образ, его представитель на земле. Первый возглас литургии оглашенных переносит верующих от реальности земного бытия к реальности горнего мира, к Царству Божию, напоминая, что литургия – это время присутствия неба на земле. Дальше следует великая или мирная ектенья, то есть усердное моление. Верующие просят Бога о мире всего мира, о благостоянии святых Божиих церквей, о спасении всех людей, о светских и церковных властях, о хорошей погоде, о плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, об избавлении от всякой скорби. Так с самого начала литургии раскрывается ее вселенский характер. Она вмещает в себя опыт всей церкви и всякого верующего. Как богослужение поистине космического масштаба, литургия соединяет мир земной с миром небесным. Затем звучат первый и второй антифоны, псалмы царя Давида. Третий антифон представляет собой евангельские блаженства, слова Христа, которыми открывается Нагорная проповедь. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Перед началом Евхаристии Церковь напоминает верующему об основных нравственных постулатах христианства, о заповедях, произнесенных самим Спасителем мира. Во время пения блаженств диакон торжественно выносит из алтаря Евангелие, которое затем вносится в алтарь и кладется на престол. Священник молится о том, чтобы вместе с ним и его сослужителями в алтарь вошли ангелы. Они должны помочь оглашенным, тем, кто готовится стать христианином, и всем верным, присутствующим на службе, научиться видеть мир как бы в обратной перспективе. То, что людям представляется несчастьем и слабостью, смирение, кротость, нищета духа, на самом деле необходимы для достижения Царства Небесного. Древняя литургия оглашенных носила преимущественно дидактический характер. На ней читались отрывки из Священного Писания, произносилась проповедь, возносились специальные молитвы об оглашенных, после чего их отпускали по домам, и в храме для участия в Евхаристии оставались одни крещенные, верные. От тех времен и остался в литургии возглас «Оглашенные, изыдите». Начинается литургия верных. Хор торжественно и протяжно поет херувимскую песнь. Таинственно изображая собой херувимов, воспевая вместе с ними тресвятую песнь, оставим ныне все житейские заботы. В словах этой песни с особой силой отражена вера Церкви в то, что за богослужением присутствуют и в нем участвуют ангелы. По сути, земное богослужение в земном храме – не что иное, как часть великого священнодействия, совершаемого в горнем мире небесными силами, воспевающими Богу тресвятую песнь «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, небеса и земля полны славы Твоей». Во время херувимской песни в храме воцаряется благоговейная тишина. Можно слышать, как священник возносит у престола особенную молитву, не от лица общины или клира, а от себя лично. Он просит Христа очистить его душу и сердце и сделать его достойным совершения великого таинства Евхаристии. Окончив молитву, священник трижды, воздевая руки, произносит херувимскую песнь, после чего вместе с диаконом отходит к жертвеннику. И следует великий вход, во время которого священнослужители переносят на престол святые дары. В древности этим возгласом диакон призывал привратников закрыть двери, чтобы ничто не могло нарушить величие начинающегося таинства. Сегодня эти слова понимаются символически, как призыв к молящимся затворить двери своей души от непрошенных дурных помыслов. Возлюбите, Господи, крепость моя, Господь, утверждение мое, прибежище мое. Возлюбите, Господи, крепость. Раньше после этого возгласа христиане в знак любви и единомыслия приветствовали друг друга целованием. Сегодня этот обычай сохранился только у священнослужителей. Если в алтаре служат несколько священников, они целуют друг друга в плечо и в руку. Прихожане, внутренне примирившись со всеми, поют символ веры. А священник читает его, одновременно поднимая и опуская воздух, церковную принадлежность, которой покрыты святые дары в знак сошествия на них Святого Духа. Перед вознесением самых главных молитв, перед евхаристическим каноном, священник обращается к пастве с призывом обратить сердца к горе, ввысь. Горе имеем сердцом. И после того, как народ, а сегодня от лица всех молящихся хор, отвечает предстоящему, что сердца открылись Господу, священник произносит в алтаре евхаристическую молитву и повторяет слова, сказанные самим Христом.
Чинопоследование литургии верных не предполагает присутствие в храме молящихся, но не причащающихся людей. Однако многовековая практика фактически узаконила такое присутствие. Причастие же для многих превратилось в редкое событие, требующее особой подготовки. Тем не менее, нормой всегда оставалось и остается причащение всех присутствующих в храме людей. И не только раз или несколько раз в году, но по возможности в каждое воскресенье и в каждый праздничный день. По мысли Иоанна Златоуста, считающего, что причащаться надо за каждой литургией, достойным святых тайн делает человека не время, употребленное на подготовку к причастию, а образ жизни, который он ведет. Недостойным бывает не тот, кто часто причащается, а тот, чья жизнь не соответствует величию и святости тела и крови Христовых. К причастию следует тщательно готовиться. Накануне причащения или утром перед литургией верующие читают последование ко святому причащению, собрание молитв, которые помогают настроить сердце навстречу с Богом и ощутить, понять, насколько это доступно разуму, какое событие их ожидает. Господь Иисус Христос – совершенный Бог и совершенный человек. В самом себе Он привил, как ветку лозы, наше человечество к своему божеству, сделав участницей бессмертия нашу смертную природу. Принимая в себя тело и кровь Христа, верующие просят, чтобы Бог проник не только в самые дальние уголки души, но и в каждую клетку тела. В таинстве Евхаристии человек настолько тесно соединяется с Богом, что Бог пронизывает собой все его человеческое естество. Многим верующим Бог представляется далеким и недоступным. Им даже не приходит в голову, что в Бога можно не только верить, Его можно чувствовать рядом с собой, Его можно иметь внутри себя, Его можно есть и пить. Каким образом хлеб и вино становятся телом и кровью Христа? Способ этого таинственного изменения нам неизвестен. Однако православные христиане, безусловно, веруют в то, что по молитве священника и всей общины на хлеб и вино сходит Святой Дух, и они становятся телом и кровью воплотившегося Бога. Происходит это под пение хором «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи». Священник в это время сугубо молится в алтаре о ниспослании Святого Духа, а затем крестообразно осеняет хлеб и чашу с вином. С этого момента на престоле уже не хлеб и вино, а тело и кровь Христа. И верующие обращаются к Богу с молитвой, которую составил сам Христос. В этой молитве, в частности, говорится: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Под хлебом насущным мы понимаем обычное дневное пропитание. Но в наивысшем смысле хлебом насущным является сам Христос. Он – тот хлеб жизни, без которого невозможно приобщиться к вечности, войти в Царствие Небесное. Само таинство причащения в современной практике совершается в два приема. Сначала причащаются священнослужители. В этот момент закрытый завесой алтарь становится подобием горницы, где вдали от посторонних глаз апостолы приняли причастие из рук Христа. Как он преподал ученикам хлеб, а потом чашу, так и священнослужители принимают сначала тело Христова, а потом Его святую кровь. В древности точно так же принимали святое причастие и миряне, но позже стали причащать прихожан телом и кровью Спасителя одновременно с помощью ложечки, по-славянски «лжицы». Открываются царские врата. Из алтаря выходит диакон, неся в руке евхаристическую чашу.
Со страхом Божиим и верою приступите. Священник читает молитву перед причащением. Крестообразно сложив руки на груди, прихожане подходят, называют свои имена и причащаются, после чего целуют край чаши, который символизирует ребро Спасителя. Ни перед причастием, ни сразу после него не принято креститься, дабы по неосторожности не задеть святую чашу. После причащения мирян евхаристическая чаша уносится в алтарь, и в нее ссыпаются частицы, вынутые на проскомидии за здравие и за упокой. При этом священник говорит: «Отмый, Господи, грехи всех поминавшихся сде Твоею кровью честною, молитвами всех святых Твоих». Эти слова указывают на то, что все члены церкви, за которых возносится литургическая молитва, и живые, и усопшие, таинственным образом участвуют в Евхаристии, даже если они не присутствуют в храме. Причастившись Христовых тайн, мы должны сознавать, что и кого мы в себе несем. Литургия в храме заканчивается, но когда мы выходим из храма, она должна продолжаться в нашей обычной, повседневной жизни. Приняв внутрь себя Христа, мы становимся подобны человеку, который несет чашу, наполненную до краев. Если он будет неосторожен, то может расплескать какую-то часть, а если споткнется и упадет, то потеряет все. Евхаристия является таинством таинств, главным таинством православной церкви. На ней не только хлеб и вино изменяются, прилагаются в тело и кровь Христа, но и сам человек превращается из ветхого в нового, освобождаясь от груза грехов, просвещаясь божественным светом и получая залог вечной жизни и бессмертия. Об этом сам Спаситель сказал своим ученикам: «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день».